Бисмиллах, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Уважаемые мои подписчики, братья и сестры. Сегодня я просто зашел, это не эфир. Коротко хочу зайти, просто-напросто сказать пару слов. Какой-то дебил или имбецил, я не знаю, как его еще назвать, закидывает фотографию мою, там, видео, говорит, что там сейчас опять мне прислали, днем присылали, сейчас днем или ближе к вечеру присылали, закидывают какое-то видео и говорят, что я там владелец или кого-то, каких-то каналов, которые принадлежат мне или чем-то я руковожу, состою в секретных организациях, таких как Ми-6, ЦРУ, Пентагон, Моссад, ФСБ, КГБ, ДГБ и все остальные МГБ. Объясните этому недальновидному имбецилу, я его не знаю, как звать, я знать не знаю, кто он такой, с такими шмурдиками и прохиндеями мне даже не интересно для начала, потому что если бы у человека было бы хотя бы маломальски мозгов, он бы не закидывал в интернет и не просил бы кого-либо скинуть информацию обо мне. Скрывать я не скрываю. Я не оправдываюсь, сразу хочу, чтобы до того, кто посмотрит этот ролик и кто передаст этому пораженцу со своими 30 серебряниками, который пытается приписать ко мне, во-первых, я в эфир, этот парень пришел ко мне в эфир, его зовут Мухаммад, насколько я знаю, никаких бувейсеров я не знаю, я с ним живу, никогда не встречался. Моя личная жизнь и что было 10-14 лет тому назад, что я был в общественной организации, что я там встречал олимпийского чемпиона Бувейсара Сейтиева, или что я дал интервью по поводу Грозного, который был уничтожен и восстановлен в короткое время. Это Франс ТВ, что ли, Франс Плюс, что ли. Это телевидение, которое сняло в 8 или 10 году. Это было лет 12, что ли, или уже сколько там, 14 лет прошло с тех пор. Все, что касается моей прошлой жизни, не имеет никакого отношения к моей деятельности, которой занимаюсь я сейчас. И у меня исторический блог. Каждый желающий, где бы он ни проживал, проживает он в Японии, где угодно, зайдите, посмотрите. То, что вы очищаете меня от грехов, то, что вы берете все грехи, которые, по сути, того, что я не делал, мне абсолютно без разницы. Вы будоражите людей, вы клевещете на меня, сунцут ирхумадац. Аллаху алам дам лаха аса цаумерду, я сардмаш дюхкардац, я не из нарницев, но цаумерду Аллах дала. Хукум дуал харцдег дьютинчон, харцдег мяллюшвы. Я абсолютно не в теме, о чем вы говорите, ни в каких других баталиях я не участвую. YouTube канал Башлам.39 Лайф – это мой брат Ибрахим, который никогда в жизни не работал нигде здесь, ни в каких структурах, который живет за границей. Он, зная, что у меня проблемы с компьютером, сказал, я создам YouTube. То, что ты будешь делать эфиры в Instagram, я буду показывать их через YouTube. Можно? Я сказал, можно. Дал согласие. Никаких проблем с этим нету. Я никогда в жизни, в принципе, я еще раз вас прошу, уважаемые мои подписчики, если вам интересна моя личная жизнь, и вы пытаетесь стирать там мое грязное белье, или, грубо говоря, мои грехи, чем я занимался по молодости, пил я, гулял я, курил я, или ездил я там, я не знаю, где-то на заработки, или там учился где-то, встречался я с кем-то, с политиками и все остальное. Уважаемые мои друзья,
Я очень много ездил по России, я учился в многих местах. Я закончил Академию госслужбы, я закончил Чеченский госуниверситет, я ездил очень много на разные олимпиады на историческом факультете. Я ездил на обучение различные лагеря, я занимался 4 года правозащитой. Это когда шла война в Чечне, я занимался, работал в правозащитном центре, я был в различных общественных организациях. Я знаю, что такое политтехнология, я знаю, что такое идеология, я знаю, что такое история, культура, география. Для этого я учился. Я и не молодой человек сейчас, чтобы прям так говорить. Если кому-либо интересно, я еще начинал, когда в 2018 году, 2018 году, я сказал, все, что касается моего прошлого, я за это отвечу перед Всевышним Аллахом. Я прошу прощения у Него в первую очередь, потому что перед Ним мне судный день вставать. Не берите на себя мои грехи, если я где-то что-то совершил. Но я могу сказать одно. Никогда в жизни я ни одного человека не сдавал, не стукачил, не провоцировал. Моя цель – это единство моего народа, это разоблачение лжи. Кто бы это ни говорил, Сюля это говорит, говорит это ингуш, говорит это осетин, говорит это кто-либо, без разницы. Я только разоблачал ложь и рассказывал нашу историю, географию. Что касается нациста, националиста и всего остального, послушайте, я люблю свой народ. Вам не нужно обязательно, вам не нужно переживать и присылать. Я общался с султаном, который учится в Мединском университете, спрашивал у него про асабию. Мы проводили часовые лекции про патриотизм, про национализм, про нацизм, про всяких там и остальное все. Когда этот, кто это, Белый конь или я не знаю, или там Абу Дардар, Абу Каздей, там, я не знаю, как их сейчас уже всех эти ахтишек, ухтишек, всех и не припомнишь. Их и не было в Панине, когда мы нормально занимались и рассказывали про историю. Если их каким-то образом задело то, что я рассказываю историю, разоблачая ложь, то добро пожаловать. Пятница, суббота, воскресенье в 11 часов. Я жду в эфире. Показывайте свое гюльчатайское личико и рассказывайте со мной, общайтесь со мной по истории. Мне без разницы, кто это есть. Только по истории. Я не политик. Я не занимаюсь политикой. Мне не интересно ваши провокации, мне не интересно то, что вы сейчас пытаетесь тянуть там и вести вот сейчас по последним событиям. Если вы такие вот трудобойкие, такие, все такие войны, у вас есть прекрасная возможность, поезжайте там доказывать. Я ни с кем не воюю, я занимаюсь историей своего народа, географией, культурой, единством моего народа, начиная от Ауха, Панкиси и заканчивая Европой и Казахстаном и Россией. Мне без разницы. Я буду использовать любой инструмент для единства моего народа. Я никому ничего плохого не делал. Не берите на себя лишний грех. Не рассказывайте того, что не знаете. И я еще раз повторю. Я не оправдываюсь. Но никакой. Этот парень зашел ко мне в эфир, кажется, в ноябре или в октябре месяце. Я его вживую видеть не видел. Он рассказывал, мы общались, вы все это прекрасно видели. Поэтому спрошу, если вы настолько мужчины, вам нужно было не публиковать обо мне, закидывать куда-то, я не знаю, брать на себя грех обо мне. Всем, кто прислал ко мне это в директ, я вам ответил. Я вам сказал, как есть. Мне ни от кого ничего скрывать не нужно. На меня стукачили, на меня докладывали несколько раз, много раз, и вы это знаете. Хотя я говорил только про историю, географию, или разницы нету. Что? Если вам какие-то... У меня не получается зайти в эфир. Валаца, Рамзан, я тебя принял, но он почему-то не доходит. Если у вас проблемы, еще раз повторю, Башлам.39 лайв – это номер моего брата Ибрашки. Ибрашка достойный конах,
Нохчи, Истейпа Цуантру, ни в каких политических партиях он не участвует, нигде он не работает, не живет он в России даже не живет. Ничего он не делает. И Ибраим транслирует то, что я говорю на Инстаграм-канале. У меня нету YouTube-каналов. У меня есть Инстаграм-канал, Facebook-канал, Твиттер, ВК, Телеграм. Везде я в основном только занимаюсь историей. Не слушайте вы этих балаболов. Не распространяйте, не переживайте. Валлахи, биллахи, таллахи. Моя совесть чиста. Я никому ничего плохого не сделал. Цхандин, сайк оман дуах, лардалуш, кегер хуай, цица анит луш, питандайца луш, чубахкица луш. Все время сайк далуш, тогда хазасо. Хармах васих талур бацартиш, васих бертор дацартиш, вайн дикник халитхач. А какие-то пораженцы за 30 серебряников, которые уехали или что-то сделали, начали там рассказывать какую-то ерунду. Я ни его не знаю, я и других не знаю. Этот парень зашел, с этим парнем мы пообщались в прямом эфире, он тоже занимался, он смотрел мои эфиры по его словам. Вот. Хидин Умадац мы занимались только тем, что разоблачали ложь. И эта работа у меня идет и не останавливается. Ко мне приходят сотни и сотни ребят, начиная от Иордании, заканчивая Европой, Казахстаном и Россией. Понимаете? И мне переживать за это ничего не стоит. Хадег хлаи. Хадег хла. Хабуарша ялхари. Хатия ябуарша ялхари. Ха чужой аватаркик элахин айриатер. Хадег беллаи. Қиетио. Болшбек. حسن دول ايس دين والحديق بالله حوالله ولا عدرت تعبيريني حاري ويرخ بيد خربر حبورش يلا حاري يول خرياتر اشت اوتاركاي ليلا ряцер. Вот, поэтому я еще раз, я знаю, что многие присылают, чтобы все, кто присылает, все, кто переживает, переживать не нужно. Мы занимаемся историей. Мы занимаемся культурой, мы занимаемся географией, адатами. Это наша тема. Поэтому самое главное, что на масана дереза просто-напросто. Ажуна. Любойник, любойник. Вы все прекрасно знаете. Сосанна леч валаха шон. Любой человек может прийти, любой любойник может ко мне прийти, беной бяхна сюек дух, разный тейпнер, сидахир бяхна, оухир бяхна. Я ни от кого не скрываюсь, я не секретный агент, я никого не подставляю. Мы просто-напросто простые жители, ашу. Секция долг цедуцас, питник амелдик цедуцас. Тундера борщ йотшул, хумшант, внимание, обращаться я шеделды, шейна инвассалието, шдайс мапис, цеющик. Самый гатте, ой, абсолютно сагатта юш, халдош дачон. Мы занимались историей, единством нашего народа и будем дальше заниматься. Если кому-то не нравится это, и видят в этом именно подвох, и называют меня из-за этого, непосредственно меня, что я там националист или кто-либо другой, тогда это проблема этих людей. Боюсь, что они дальше будут кукарекать, как конченые петухи, ну, или кукарекают петухи, да, ну, или ослы, там, я не знаю, которые вечно ворчат. Наша совесть чиста, Шумаса Дерес, я просто заскочил сказать, многие люди присылают Аргенион. Еще раз. Наш канал не занимается секретными материалами. Наш канал занимается историей, географией, адатами, традициями, культурой.
У меня нету YouTube-канала. YouTube-канал, который есть, это моего брата Ибрагима, который помогает мне. Вот. Он тоже не секретный агент. Его не Мухаммад зовут, его не Бувейсар зовут. Вы его все видели, он бывает вместе со мной на экране. Видать, этих людей очень сильно задело то, что разоблачают, закидывают то, что мы делаем. Валлахи, биллахи, таллахи, аздейла дуймабу. Если бы не мирное соглашение, просто сотнями, тысячами разоблачений, хаятин, материалы, все. Но я этого не делаю. Во имя братства, во имя нормально, чтобы было. Поэтому вы-то можете не переживать. Я на самом деле только за хорошие взаимные отношения. Вот. Никаких там каких-то группы, не группы. Я веду канал, который называется bashlam.39. На Инстаграм, Телеграм, Фейсбук, ВК, Твиттер. Понимаете? И непосредственно, где вы видите YouTube, нас попросили довести. Вот. Ни больше, ни меньше. Так что мне переживать нечего. Довел. Ибрагим, можешь загрузить, показать. Я никого не блокировал. Никому ничего, как бы, всем отвечаю, кто есть. Кубинским флагом, это кубинский или Коста-Рика, Сеймур Гулглезный или Грязный, я не знаю, как тебя зовут, но ты знаешь, ты настоящий такой мачо-мэнца, ты притворяешься таким супер борщел хэчи-носителем. Не надо мне это писать. Пойди и задай этот вопрос ему, у него есть свой аккаунт. Это раз. Во-вторых, то, что я сказал 12 или 14 лет тому назад телеканалу France Press, я знаю, как я сказал, где я сказал, и абсолютно не переживаю. Цундера Хосан Борщиот Шумшига Кедак Амялдат. Вот. Я за единство моего народа. Тебе не нравится? Можешь идти. Да я иди. Вот смотрите, вот еще один ишак. Ну, все. Бисмилля. Пошел отсюда. Всем ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Наш эфир в пятницу. Это послезавтра. 22 или 23:00 по истории. Иншаллах. Дальше будет много интересного исторических, географических, культурных материалов об истории нашего народа. Подписывайтесь, читайте, интересуйтесь своей историей, своей родиной, своей географией. Ни за что не переживайте, не поддавайтесь на провокации. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.